Михоэлс трезвый человек, но 18 февраля 1943 года на втором пленуме еврейского антифашистского комитета прямо заявлено о росте антисемитизма в стране. Член ЕАК, писатель и публицист Илья Эренбург скажет: ради пропаганды против фашизма среди евреев за рубежом нечего было создавать еврейский антифашистский комитет. Главная задача в борьбе против антисемитизма у нас в стране. Но Михоэлса перемещают на другой фронт. Его командируют в США и Англию в целях сбора средств для Красной Армии. Перед Михоэлсом ставится конкретная задача – собрать деньги на строительство как минимум 1000 самолетов и 500 танков. Задача выполнена. На грандиозных митингах, которые проводили международные еврейские организации, собрано $16 миллионов. Несколько миллионов выделяет Joint. Очень скоро в связях именно с этой благотворительной организацией будут обвинены члены ЕАК. Фонд жены Черчилля дает 15 миллионов. Деньги давали простые люди. По 50 центов, по $1, по 10, кто сколько мог. О Михоэлсе в США вспоминает Марк Шагал. Я видел постановки, которые делали на площадях, на стадионах, на аренах цирков, крупнейшие режиссеры нашего времени. Но такое действо, как антифашистский митинг в Нью-Йорке в 1943 году, мог поставить только Михоэлс. Требовать от правительства США, не просить, требовать открытия Второго фронта, этого не позволил бы себе сам президент. Михоэлс посещает Эйнштейна. На митингах Михоэлс неустанно повторял, что антисемитизма в СССР нет. Эйнштейн при их встрече выразил недоверие, выдав четкую формулу: антисемитизм – это тень еврейства.